На Урале казаки-кибердружинники будут искать и блокировать мат в соцсетях. Пользоваться будут хэштегами, просматривая все вручную. Таким вот необычным образом с начала февраля будут бороться с нецензурной бранью в сети. С хэштегом наголо против мата супостата. Это новости IT. Здравствуйте. Переходим к событиям недели. Жители Москвы получили возможность проверить состояние своего здоровья при посещении МФЦ. В фойе учреждения посетителей встречает робот-диагност, который подскажет номер нужного кабинета, а заодно измерит давление, уровень сахара в крови и расскажет о мерах безопасности в условиях пандемии коронавируса. По словам представителя компании-разработчика Промобот Романа Комиссарова, главной задачей робота-диагноста является популяризация здорового образа жизни, а также возможность предупреждения заболеваний на ранних стадиях развития. Есть идея данного робота все-таки использовать в дальнейшем для прохождения первого этапа диспансеризации. Вот, соответственно, должен быть расширен несколько перечень приборов, которые на роботе есть. Точно будет холестерин, это мы планируем в этом году. Возможно, будет ЭКГ. Но чтобы вы понимали, это все первичные показатели, которые, опять-таки, говорят, что у вас такое-то место узкое по здоровью, и вам нужно идти к врачу, к человеку, получить уже там профессиональную, полноценную консультацию, помощь, лечение, если требуется, и так далее. То есть задача робота выявить и передать в надежные руки. Космическое агентство США провело первые огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System. Она разрабатывается для программы Артемида, предусматривающей полеты на Луну. Огневые испытания 4 двигателей первой ступени ракеты-носителя СЛС система космического старта продолжались чуть более минуты вместо 8, предусмотренных планом. Об этом сообщило американское космическое агентство НАСА. Испытательный стенд находится в космическом центре имени Стенниса в штате Миссисипи, основном полигоне для обкатки ракетных двигателей. Силовые установки, которые прежде применялись на шаттлах, теперь предназначены для полетов на Луну по программе Артемида. Полет корабля с людьми на борту запланирован на 2024 год. Первую беспилотную экспедицию предполагается осуществить до конца текущего года. Поскольку серия тестов началась с задержкой, пока не ясно, удастся ли уложиться в график. В центре имени Стенниса в 60-х годах прошлого века проходили наземную обкатку двигателей первой и второй ступеней ракет «Сатурн-5», которые использовались во время лунных миссий по программе «Аполлон». Материнская компания Google, холдинг Alphabet, отказался от своей идеи доставки интернета в отдаленной области мира с помощью гигантских воздушных шаров. Впервые проект Loon был представлен публике в 2011 году, но так и не стал рентабельным бизнесом. Alphabet навсегда сдувает свои воздушные шары. Материнская компания Google заявила в четверг, что закрывает бизнес Loon, который использовал гелиевые аэростаты для подключения к интернету. Alphabet заявила, что не может урезать расходы настолько, чтобы сделать проект коммерчески выгодным. Первоначальной целью, основанной в 2011 году компании, было обеспечение подключения к сети в тех местах, где строительство вышек сотовой связи слишком дорого или опасно. Loon уже на несколько лет отставал от графика, когда в прошлом году запустил пилотный проект в Кении. Его местный партнер заявил, что прекратит обслуживание в марте. Растущий спрос на услуги мобильной связи сделал вышки гораздо более рентабельными, чем изначально предполагала Alphabet. Воздушный шар же стоит десятки тысяч долларов и служит всего около 5 месяцев. Loon оставит после себя уникальные технологии, в том числе гелиевые аэростаты, которые могут находиться в воздухе сотни дней, и оборудование для связи, обеспечивающее покрытие на площади в 200 раз больше, чем у средней сотовой вышки. Израильские врачи провели успешную операцию по пересадке полностью искусственной роговицы. Благодаря современным разработкам удалось вернуть зрение слепому человеку. Это первый эксперимент медицинского стартапа из Израиля CoreNet. Как сообщается в пресс-релизе, 78-летний Джамал Фурани ослеп 10 лет назад в связи с заболеваниями, которые привели к повреждению роговицы глаза. Процесс имплантации занял не более часа. После операции и снятия повязок Фурани вновь смог видеть. Имплантант полностью состоит из синтетических неразлагаемых материалов, которые заменяют собой поврежденную ткань роговицы.
Благодаря клеточной технологии и механизмам химической инженерии, имитирующим клеточную среду, имплант интегрируется с тканями организма и не вызывает отторжения. Ранее для восстановления зрения использовали донорские роговицы, но получить их затруднительно, и искусственный аналог стал решением проблемы. Американская корпорация GM представила концепт первого серийного летающего автомобиля. Правда, как и с другими подобными продуктами, будущее туманно. И когда появятся первые массовые образцы, пока остается загадкой. Представьте, что вы вышли из офиса, но нужно быстро добраться до совещания на другом конце города. Начинает свой рассказ главный дизайнер General Motors Майк Симко. И тут же демонстрирует аппарат, который в недалеком будущем позволит это сделать. Корпорация GM представила на виртуальной выставке потребительской электроники летающий Кадиллак. Вернее, пока его нарисованный концепт. По сути, это дрон с возможностью вертикального взлета. Внутри в комфортных условиях смогут разместиться 4 человека. 4 же бесшумных пропеллера питает электрический мотор мощностью в 90 киловатт. Скорость передвижения над городом до 88 км в час. Помимо этой семейной модели, GM анонсировала и выпуск Родстера для 2 человек. Когда первый серийный летающий автомобиль появится в продаже, Майк Симко не уточнил, сказав лишь, что будущее городской воздушной мобильности наступит очень скоро. Корейский стартап создал умный ошейник со встроенным передатчиком с собачьего языка на человеческий. Благодаря хитрому девайсу хозяева смогут лучше понимать своих питомцев. По крайней мере, так заявляют сами производители. Что именно хочет этот песик и какое у него настроение, понять несложно. Ну, не всегда хозяевам удается разобрать лай их питомца. Понять, рад он или печален, просит ли что-то или наоборот желает остаться наедине. Но теперь жизнь любителей четверолапых может стать намного проще. Поможет им в этом умный ошейник, разработанный одним из южнокорейских стартапов. Достаточно надеть его на шею питомца, синхронизировать с мобильным телефоном через специальное приложение, и у вас в кармане настоящий собачий разговорник. Принцип его работы разъясняет Эндрю Джилл. Когда собака лает, издаваемый ей звук улавливается сенсором в ошейнике и передается на наш главный сервер. На нем находится уникальная система распознавания голосов. Алгоритм проанализирует лай в реальном времени и сразу же отправит ответ в приложение. Так хозяин сможет узнать эмоциональное состояние питомца. Зол ли он, возбужден, счастлив или печален, а иногда и предложит возможный перевод. Для того, чтобы создать эту систему, стартап Petrus Lab потратил 3 года. За это время было собрано 10 тысяч образцов лая 50 различных пород собак. Именно эту базу данных и анализирует искусственный интеллект. Причем изобретатели уверяют, что их прибор способен не только переводить с собачьего языка на человеческий. Когда собака лает, она от вас что-то хочет, но не все псы выражают свои желания голосом. Вот для этого мы встроили систему, которая отслеживает активность вашего животного, а еще количество потребленных и потраченных калорий. На основе этих данных можно делать выводы о физической форме питомца. Умный ошейник уже поступил в продажу. Заказать его можно всего за $99. На сегодняшний день это примерно 7400 рублей. Создатели надеются, что он поможет решить еще одну проблему. В пандемию по всему миру возросло количество случаев, когда люди берут к себе домой собаку. Но гораздо чаще стали и отказы от животных. В Petrus Lab уверены, что все дело в недопонимании. Якутские разработчики выпустят компьютерную игру в жанре выживания. Компания Fantastic и Mytona назвали проект The Day Before. Действие многопользовательской игры с открытым миром разворачивается в постпандемической Америке, где игрок должен выжить среди зараженных людей и других выживших, убивающих друг друга ради еды и припасов. В колонии людей игрок сможет продавать добычу и безопасно общаться с другими игроками. Страница игры уже доступна в Steam. 28 января польская компания Bloober Team явила миру свой новый хоррор The Medium. Ранее разработчик уже отметился такими страшилками, как Layers of Fear, Ведьма из Блэр и Observer.
Отличительной особенностью The Medium стала сюжетная составляющая. Главная героиня – опытный медиум. С самого детства она заглядывала за пределы нашей реальности и воспитывалась гробовщиком. Действие разворачивается в заброшенном отеле «Нева». В реале такой отель действительно существует, как памятник социализму в Кракове, и называется «Краковия». С началом геймплея мы сталкиваемся с главной фишкой – новой игровой механикой. Экран разделяется надвое. Первый – наша реальность, второй – потусторонний мир. К примеру, там, где на втором экране лестница будет целой, в реальности она окажется разрушенной. И нужно либо использовать суперспособность с выходом духа из тела, либо же искать другой путь. Все это приправлено разного рода головоломками, загадками, вариацией классического прохождения из стелса. Отель населяют как добрые духи, например, девочка Грусть, так и разного рода ужасающие, мерзкие, такие как Пасть. Голос этому существу подарил Трой Бейкер, известный озвучанием Джоэла из Last of Us. Outgrown her. Don't need her. Have new suit. The light almost gone. Над музыкальным оформлением трудились композитор Bluebird Team, Аркадиус Шрайковский и известный по серии Silent Hill Акира Ямаока. Стилистически игра своей фиксированной камерой напоминает все те же Silent Hill и Resident Evil, а оформление, скримеры и дух взяты из The Evil Within. Игра доступна на ПК, Xbox Series X и S. И на этом все. Повтор программы, как всегда, смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!